Во время посещения знакового для всех ингушей мемориала Гозет Кышмыш Махмуд Али Калиматов обсудил с представителями группы «Сафмар» ряд вопросов, связанных с реконструкцией объекта. Часть ремонтных работ на территории мемориала была проведена в октябре прошлого года на средства Национального фонда развития Ингушетии, но теперь комплексу предстоят более масштабные обновления. Махмуд Али Калиматов озвучил свои рекомендации, которые будут учтены при благоустройстве мемориала. Глава региона считает, что на территории кладбища обязательно нужно установить очистные сооружения, наладить бесперебойное обеспечение светом, водой, газом. Калиматов подчеркнул, что здесь каждый год проводятся памятные мероприятия, раздается садака. Кладбище регулярно посещают родственники похороненных здесь людей, жертв событий осени 1992 года. Для них должны быть созданы все необходимые условия. Вот мы до 30-летия годовщины выделили 7 миллионов. Мы планировали в этом году уже, с апреля, начать и полностью Гозет Кышмыш платить ездишь. Потому что вот этот забор, как мне объяснили, например, Минстрой там, они актом, да, он у нас вот так вот может туда свалиться весь, провал там по периметру, да. Мы здесь сделаем что? Привел специалиста, я уже проработал. Все это почистится, менять он говорит, не нужно. Специальными средствами они все это очистят, это будет полезно. Мы сделаем здесь вот такую примерно сверху конструкцию. Если мы ее поставим, она-то дождя не боится, снега тоже. Но есть одна вещь, тогда свет нужен. Свет мы сделаем. По мнению главы Ингушетии, в ремонте нуждаются комнаты для омовения, хозяйственные помещения и мечеть. Вместе с этими объектами на средства благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева на территории мемориального комплекса также будут построены дополнительные помещения для сторожа, места для хранения хозяйственного инвентаря. Входную группу, двор и прилегающую территорию сделают более современными, а рядом с центральной частью мемориала стелами с именами погибших и пропавших во время и сразу после событий 1992 года установят экран с видеоинсталляциями. Сделаем, более того, еще электронное табло внутри. Оно такое примерно выше 2 метров. Где человек просто зайдет, так рукой будет перелистывать и видеть всю историю. Оно выдержит свет. Выдержит и свет, снег, мороз. все выдержит. Великолепно. Но это надо продумать. В принципе, нам здесь все понравилось. Да? Да, то, что вот сверху накрытие, да, важный момент. Электронное табло. Вот это все заменить. То, что вот это некрасиво. Все это будет, да. Да, почистить вот это, чтобы хороший вид был. Митян, в любом случае, где бы ты ни был, они вот так от пола не бывает в основном. Их надо поднять. Хорошо. Глава Ингушетии поручил республиканскому правительству завершить работу над согласованием итогового проекта мемориального комплекса в кратчайшие сроки с учетом высказанных предложений. План реконструкции мемориала вместе с благоустройством других памятных объектов обсуждался Махмудом Али Калиматовым и основателем промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым. Эстетически вы, наверное, это понимаете. Вот видишь, проводки, вот это, вот видишь, безобразие. Безопасность в первую очередь. Тахана, Хадиди, Хамди, да, здесь же, а нарисовать и как сделать, он знает. Вы бусу, Кышмыш, а то я вам скажу, это более там миллиарда больше. Больше, да, в разы больше. Понимаете? Дело чудо, поэтому особенно здесь надо все здесь привести в порядок. Вот поэтому я на вас полагаюсь. До конца 2023 года благотворительный фонд «Сафмар» профинансирует реконструкцию еще 33 мусульманских и 7 православных кладбищ в Ингушетии. Аналогичная работа будет продолжена и в последующие годы. Всего на эти цели планируется потратить более 2 миллиардов рублей. Важным моментом также является то, что к строительным работам, которые уже активно ведутся в Икажеве, Псидахе, Акиюрте, Вежер-Юрте, Вознесенском, Троицком, Алхастах, Новом Реданте, Верхних, Средних и Нижних Ачулуках, Джайрасском районе, Малгобеке, Сунже и многих других населенных пунктах привлекут рабочие бригады из числа местных жителей. Диана Дударова, Новости 24.